необычный выпуск. На протяжении долгого времени мы знакомили вас с культурой народов, проживающих в нашем родном Башкортостане. В этом выпуске мы решили вам показать то место, где гигабайты видеоматериала превращаются в готовый эфирный продукт. Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане, а их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. Не хочу хвастаться, но проект «Это мы» очень полезная программа. Да, столько новой информации мы и сами узнали. И столько всего вам показали. Но я на самом деле хочу сказать не это. Я вам хочу сказать другое. Благодаря этой передаче мы подружились с телестудиями из других республик и даже стран. А каково было наше удивление, когда на просьбу снять сюжет для Башкортостана телевизионщики других республик соглашались с радостью. Вот, например, в республике Удмуртия тоже есть детская телестудия. Удмуртия – край сказок и легенд. Сегодня мы приглашаем вас вместе с нами отправиться в зимнюю сказку. Для этого придется поехать в гости к Толбабаю. Живет он в Удмуртской Швейцарии. Так в народе прозвали Шарканский район – самый красивый уголок нашей родины. По легенде, в древние времена здесь жили алангасары. Со временем эти великаны исчезли. Остался один из них. Ребятишки прозвали алангасара Толбабаем. Их дружба продолжается по сей день. Мендышец кишком Кузибай Герт немо гимназия. Вандел тилдли верами поте салам, юнта залык, вильдышец конарын. Мончишко мой дышец кыны, шутбурта залык на вандел мызе, витишком теледыску на е. Джечлы. Вітаємо у славетному місті Маріуполь, Україна. Вітаємо у місті металургів, місті моряків, місті сильних та незалежних людей. На заливе, в самом красивом месте города Чебоксары, находится памятник с чувашскими символами. Гости столицы сначала их с любопытством рассматривают, а потом спешат купить салфеточки с этими узорами и угадывают, что зашифровала вышивальщица в своем изделии. Наш родной язык чувашский. Кто-то говорит на нем с рождения, а кто-то изучает с 1 класса. Звучит наша речь вот так. Хизипля аджазем, юлдашсем. Таванчильге пуласлыхи сирин деньги леть. Салам Пушкарт Республикинже Пурнаган Чамрыксем. Яланах сывы был масинедеб. На съемочной площадке происходит иной раз столько всего интересного. А эфирное время, к сожалению, ограничено. Приходится выбирать самое-самое. Вот, например, во время разучивания немецкой песни мы очень долго смеялись, потому что эта песня была о зеленом цвете, а я как раз в тот день была в зеленой кофте. Совпадение? Да. А может, это знаки судьбы? Мы сегодня будем изучать веселую детскую песню, которая называется «Grün, grün, grün sind alle meine Kleider». Как ты думаешь, о чем эта песня? Я знаю, что «кляйна» переводится как «маленький». Похожее слово, но «кляйда». «Кляйда» – это платье. Платье. То есть… Песня про платье. Совершенно верно, Жасмина. «Grün, grün, grün ist alles, was ich hab». Поняла? О каком цвете идет речь? Зеленый. Зеленый, да. Музыка германских народов известна еще с 5 века до нашей эры. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jäger ist. Прямо сейчас мы узнаем все секреты от ансамбля «Акьюндус». Как танцевать на 5+. А есть ли такие движения, которые употребляются в каждом башкирском танце? Да, в каждом башкирском танце у нас, как говорят, трилистник. Мы говорим башкирскую дробь. Здесь тоже свои особенности. Вот я сейчас показываю, как делать башкирскую дробь правильно. Например, если правый дробь, правую ногу поднимаешь параллельно полу, невысоко. И каблук с ударом надо ставить.
Значение танцев на женские и мужские связано с существованием в народе мужских и женских праздников. Ведь потребность в танце возникла у башкир именно в связи с проведением праздников, например, свадебных ритуалов. Мужской танец чаще всего состоит из движений, свойственных джигиту. Бег, скачки, галоп, пришпоривание коней, инсценировка охоты или боев с большим количеством участников. В русском фольклоре есть эпические былины и короткие пословицы, а сегодня мы научимся петь народную песню и играть на музыкальных инструментах. Я вижу в руках у девочек инструменты, вы можете о них немного рассказать? Да, это народные инструменты, в основном они все шумовые. Стиральная доска, видишь, как красиво играет, трещотки. Вот такой есть бубен у Даши в руках, звонки, треугольники. Как соловьиное пение добавляет какой-то такой длинный, тоненький голосочек. Коробочка. Вот такой. Ну и вот у нас Жасмин тамбурин есть. Давай попробуй ты тоже сыграть на тамбурине. Поиграем. Жасмин, я тебе сейчас тоже расскажу забавный случай, который случился у меня на съемках. О, давай, я думаю, ребятам тоже будет любопытно послушать. Мы снимали рубрику «Искусно о чувашском ремесле». Ну, во-первых, было круто, что я отправился в настоящую гончарную мастерскую. До этого я в подобных местах никогда не бывал. Ты так ловко изготовил горшок? Да, у меня все так славно получалось, но как только я спросил, на каком моменте можно его испортить, я его взял и испортил. Для того, чтобы сделать глиняный горшок, в первую очередь нужен станок гончарный. Вот он у нас с тобой такой ножной. Самое главное в процессе работы на гончарном круге, вот эту массу, она немножко у нас в разные стороны такая крутится, да? Нужно зацентровать, обжимать руками, двумя руками и как бы в центр стараться привести. Если в глиняных емкостях хранятся крупы или мука, в них никогда не заведутся зловредные жучки. Давай, вот показывал, попробуй центровать. Мочи руки водичкой и со всех сторон ее вот так вот обжимай. Водичку только не забывай сыпать. Что дальше делать? Крути, крути. И расширяй вот отверстие внутри. Кофе или чай в керамическом чайнике не остынут в течение нескольких часов, так же как холодный квас или компот надолго сохраняет в нем свою прохладу. А на каком этапе чаще всего этот горшок может испортиться? Ну, во-первых, если ты его уже выкрутил, то он уже, если сделал готовое изделие, то тут уже как бы вот на этом этапе испортился. А что сейчас делать вот с тем? А вот давай сейчас крути, теперь надо срезать. Давай крути верхушку, то, что у нас брак получился, вот так, проволочку. И из того, что осталось, еще можно что-то сделать. Крути, давай. Давай, покрути вот так вот. А поможете мне срезать, чтобы снять его потом? Да, конечно. Вот возьми проволочку в две руки и от себя вот как прижми. Тогда крутить даже можно. Вот, давай на конце. Вот родился горшочек. Пожалуйста. Артем, а я считаю, что мне все-таки повезло больше. Это еще почему? Потому что у меня есть рубрика «Вкусно», а в ней мы готовим. И после съемки мы все это съедаем. Вот и тебя, наверное, мама небось рада, что ты теперь все умеешь готовить. Причем раньше я вообще никогда не готовила, а сейчас частенько дома пеку блины. Сегодня мы с вами приготовим бабушкины блины. А что значит бабушкины? Бабушкины – это потому, что это самый простой рецепт. Выпекать блины на Руси начали в 8 веке. Можно я попробую? Давай я буду держать, а ты… Так. Ух ты! Так, чуть-чуть. Думаю, этот блинчик получится лучше. Существует народное поверье. Чем больше блинов съешь на Масленицу, тем удачливее и доходнее будет год. Жасмин, смотри, мы сколько напекли много блинов.
Русское народное блюдо блины настолько древнее, что вошло в культуру многих народов, проживающих на территории России. В тот день наш режиссер креативил как мог. Оператору пришлось даже лезть в печку, чтобы сделать хороший кадр. Жасмин, а что тебе понравилось готовить больше всего? Вареники. Только не потому, что я фанатка украинской кухни, а потому, что мы снимали в музее. А там так красиво, так уютно. Прям как будто бы мы попали в избу из сказки. Вареники-то вкусные получились. Ты что, сомневаешься в моих кулинарных талантах? Здравствуйте, Юлия Владиковна. Что нам понадобится для приготовления вареников? Нам понадобится тесто, пюре и мука. Тесто мы приготовим такое же, как и на пельмени. Это яйцо, вода, соль и мука. А пюре мы сделаем обычное пюре, только погуще и с жареным луком. Теперь я показываю тебе. Берем. Так. Причем известно это блюдо во всем мире. Действительно, вареникам столько памятников в мире. Один из них расположился на родине вареника, в Украине, в городе Черкассы. В России также есть памятник варенику, и находится он в Ейске. Отметился вареник из-за границы. Так, в Канаде, в городе Глендон, появился памятник варенику. Ну, Жасмина, вот то, что мы с тобой сделали. А с чем лучше их подавать? Самое лучшее – это сметана. Давай, ну-ка. Очень вкусно и, похоже, очень сытно. Ну, я рада, что тебе понравилось. Сейчас будет самый сложный процесс. Жасмина, очень внимательно наблюдай. Вот, мы берем с тобой, получается, ложечку. На одной ложечке не хватит. Я люблю, когда вакбалиш получается такой большой, такой сытный. Аккуратненько держим за края и вот так вот гармошкой складываем. Нужно стараться так, чтобы тесто друг на друга не налегало, иначе оно не приготовится. Давай попробуй, Жасмин, своими руками. Ага. Вот так. Нужно тянуть тесто, получается, к серединке, чтобы у нас получились краешки. Угу. Отлично. Я бы даже не сказала, что ты впервые в жизни это попробовала. Такое ощущение, как будто ты это уже делала и не раз. Вакбелиши были придуманы, чтобы их было удобно кушать на ходу. Ведь башкиры – это народ наездников. Вот, Жасмин, вакбеляш готов. Это самое настоящее башкирское блюдо. Угощайся. Они так вкусно пахнут. Да, попробуй. Очень вкусно, обязательно приготовлю их дома. Да, на самом деле это блюдо очень легко и просто готовится. Самое главное было бы желание. Это намного быстрее, чем печь блины, например. Вот так, вкусно и сытно. А самое главное, национально. Будем знать, что едят настоящие башкиры. Ну, с готовкой-то все понятно. Стиль, видимо, не сложится, станешь шеф-поваром. А как насчет творческой рубрики «Звонка»? Все отлично. Ты же не ходишь в музыкалку, но тем не менее поешь. Но мне вот кажется, когда исполняешь народные песни, главное, чтобы все это было от души. И не важно, на каком языке. Конечно, мне вот понравилось исполнять татарские частушки. Кстати, до съемок этого выпуска я была уверена, что частушки бывают только в русской культуре. В чем особенность татарской частушки? Когда поют эти частушки, сразу могут показать эти частушки элементами движений, танцев. Получается, частушки поют и одновременно танцуют? Да, получается так. Эй, тегез, эле, малайлар, нишек, пешен, чабалар. То есть перевод. Скажите, мальчики, как траву косят? Мальчики, ответим нашим девочкам. Мене шулай, шулай пешен, чабалар. Частушки появились в сельской местности. Интересно, что первые частушки пели исключительно молодые мужчины. Петь я бы не согласился. Артем, а у тебя какая любимая рубрика в нашем проекте? Мне больше всего нравится знакомиться с культурой народа через национальные костюмы. Почему? Мальчишки же не любят наряжаться.
Да, Жасмина, но когда смотришь на костюмы разных народов, понимаешь, что многие из них очень похожи. А это значит, что на протяжении многих веков дружба между представителями разных культур была. Многие детали гардероба они перенимали друг у друга. Здравствуй, Жасмин. Для начала хотела бы представить тебе нашу ученицу Полину. На Полине надет традиционный краковский костюм. Это веночек, который венчает голову, по-польски вянок. Основа любого костюма – это рубаха. Женская блузка обычно белая. Следующая основа женского костюма – это, конечно же, юбка. Юбки у польских костюмов обычно широкие. На ногах у девочек у нас нет такого, мы можем посмотреть на картинках. Это обычно сапоги какие-то высокие, они называются чевики. Польский костюм, как и традиционная одежда многих народов, был обильно украшен вышивкой. Кстати, в отличие от других славян, которые вышивали полотенца, выполняли декоративную вышивку, поляки расшивали только одежду. Часто выпуклый шов из цветных ниток уже служил украшением. Мужской костюм состоит из рубахи с отложенным воротом, штанов в полоску и синим кафтаном с богатой вышивкой. Из главных уборов теплые меховые шапки, фетровые шляпы. Интересно, конфедератка, бабушка современных фуражек польских военных. Конфедератку шили из красного сукна, сбоку украшали 2 павлинными перьями. Этот головной убор чаще всего и выдает поляка в фильмах. У любого польского костюма есть 2 отличительные особенности. Во-первых, это его красочность, а во-вторых, это вышитые узоры. Прикольно, что костюм был не на манекене, а на настоящей девочке. Да, у нас была фотомодель. А нет, видеомодель. А разве так говорят? Видеомодель. Что, тоже будешь меня учить русскому языку? Нет, давай лучше посмотрим, как ты учишь белорусский. В чем особенности белорусского языка? Белорусский язык интересен тем, что как произносится, так и пишется. Сколько всего букв и какие из них уникальные? В белорусском языке 32 буквы, и есть еще разделительный знак апостроф называется. Некоторые буквы в белорусском языке обозначают 2 звука. Это дз, дж. А некоторых букв не существует. Например, нет в белорусском языке буквы ща. Нет таких букв, как и, ща и твердый знак. Зато есть буквы и с точкой и и. Чтобы легче было произносить звуки, Жасмин, давай мы с тобой сейчас разучим считалочку. Гэты пальчик дзядуля. Гэты пальчик дзядуля. Гэты пальчик бабуля. Гэты пальчик бабуля. Гэты пальчик таточка. Гэты пальчик папочка. Таточка. Гэты пальчик мамочка. Гэты пальчик мамочка. Гэты пальчик я. Вот уся моя семья. Гэты пальчик я, вот и вся моя семья. Уся моя семья. Да, вот такая вот считалочка. А как звучит польский язык? Jest polska wersja Евгения Онегина. Mój zasny wujek biedaczysko, gdy Niemiec go zwaliła z nóg, szacunku żądał to wszystko i coś lepszego zrobić mógł. Niech innym to za wzór posłuży, lecz Boże, jakże czas się dłuży, gdy z chorym spędzasz noc i dzień, nie następując go jak cień. В основе польского алфавита лежит латиница, а состоит он из 32 букв. А вы можете научить меня основным фразам? Привет, спасибо, приятно было познакомиться, до свидания. Конечно, я предлагаю начать с официального приветствия «День добрый». День добрый. Это добрый день, день добрый. Если это немного неофициально, то это просто привет. Cześć. Кэш. Да, немного тверже. Cześć. Чеш, так? Да, так. Все-таки хорошо, что наши языки такие похожие. Да, выучить будет легко. И не только поэтому, а потому, что когда мы звонили в Белоруссию, считая другую страну и говорили на русском, договариваясь о сюжете в рубрике «Дружно», нас все прекрасно поняли. Все хорошо поняли, и вон какой сюжет сняли. Прывітанне ў вас з Беларусі. Я і мае сябры жывём у вельмі прыгожым горадзе, якія мае жаночае імя Ліда. Начну я свой рассказ с самого интересного и значимого места в нашем городе. Это Лидский замок. В 1323 году его построил великий князь Гедемин. Однако славится Лида не только достопримечательностями, но и людьми, которые живут здесь.
Лінчане добродушные и очень гостеприимные. Привітання усім жихарам Уфы. Я жадаю вам моцного здоров'я, щастя і добра. Дарите усмешку своим близким, частей усміхайтесь и будьте счастливыми. Прыязджайце ў госці ў Беларусь. У нас вельмі здорова і цікава, я ўпэўнены, вам спадабаецца. Исәннәрмесез, Башкортостан. Сезгә күршегез Татарстаннан кайнар сәламнәр җибәрәбез. Мы, татары, народ с богатейшей историей, уникальной культурой, ну и, конечно же, гостеприимной душой. Вот и расскажем вам о своем народе. Ну что ж, начнем. Алга! Чтобы начать рассказ о татарах, Казанский Кремль мы выбрали не случайно. Это уникальное историческое сооружение с высокими белокаменными стенами и с богатой историей. В 2000 году он был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Историко-археологический комплекс Кремля состоит из мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, Президентского дворца, Эрмитажа. Достар, сезгә чынлап тазалык телим. Уңышлар, укугызда да уңышлар. Яраткан тамашачы, яхшы кайф дулкында булыгыз. Приглашаем вас всех в гости. Өлкәбезгә рәхим итегез. Шалом, дорогие друзья! Меня зовут Ксюша, я живу в Израиле, в городе Хайфа. Хочу вам немножко рассказать про Хайфский порт. Это самый большой порт Израиля, крупнейший порт Средиземноморья. История начинается более 3000 лет. Наиболее интересно, что в 18 веке порт считался логовом пиратов, а после Второй мировой войны грузовой, промышленный военный порт стал вратами для тысячи иммигрантов в Израиль со всего мира. Приезжайте к нам в гости, будем ждать вас с нетерпением. Хорошего дня, шавуа тов, лейтраот. С Израилем было все куда сложнее. Да, у них совсем другой язык, не похож ни на один из тех, которые мы проходили. Еврейская культура очень интересна. В рубрике «Искусно» мы рисовали двуглавого орла, почти такого, который изображен на всех монетах. Илья, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем делать? Ну, ты со мной можешь разговаривать на «ты», потому что в иврите нет обращения на «вы». И сегодня мы будем рисовать мизрах. Мизрах в переводе с иврита означает «восток». Евреи молятся в сторону востока. И поэтому, чтобы точно знать, где находится восток, рисуют изображения растений и животных со стороны востока. В еврейской культуре нельзя изображать человека, но можно рисовать растения и животных. А каких именно растений и животных? В принципе, можно рисовать любых. Например, лев обозначает силу и Всевышнего. Можем нарисовать, например, медведя, это символ знаний, орла, это символ могущества. Можем нарисовать льва, это символ власти. Ну, мне больше нравится орел. Ну, что нам понадобится для того, чтобы нарисовать эти рисунки? Нам понадобится бумага, кисточки и краски. Картину идеально делать симметричной, поэтому лучше разделить листок пополам и рисовать на одной стороне, а потом симметрично на другой. А почему орел должен быть именно двухголовый? Потому что одна голова – это символ милосердия, а другая голова – символ суда. Мы с тобой нарисуем на одной половинке, отпечатаем благодаря краскам, и у нас получится симметричный рисунок. Можно приступать. Давай. Начнем с головы. Лучше пожирнее рисовать. Ты заканчиваешь? Можем, наверное, печатать уже. Давай. По-моему, у нас немного расплылось. Ничего страшного. В крайнем случае ты можешь обвести. А еще мне понравилось исконно башкирское ремесло – изготовление курая. Ради него мы отправились в Давлекановский район. Ты играл на курае? Нет, но мы делали его вместе с Романом Васильевичем. Это очень редкое ремесло. Да. Из поколения в поколение искусство игры на курае бережно хранилось и передавалось. Великий актер, кураист, композитор Ишмуадиль Мухаметов первым сыграл на курае на европейской сцене, а виртуоз-музыкант современности Роберт Юлдашев покорил звуками башкирского инструмента зрителей миланского Ласкала. А обо всех тонкостях изготовления курая мы решили расспросить мастера своего дела. Курай является одним из самых древних духовых инструментов. По некоторым смелым предположениям существует около 5000 лет. После склеивания нам нужно в заготовке сделать дырки, да? Ну да, можно за счет расстояния вот этих дырочек
можно настраивать инструмент. Раньше кочевые башкиры определенно они определяли расстояние и ножом срезали эти дырки. Вот сейчас я тебе покажу, как я прижигаю. Вот беру, прижигаю сейчас основные по центру. А можно мне попробовать? Можно сильно не нажимай, вот так. Вот немножко клон. Ну, держи так. И не нажимай, он сам выйдет. Вот готовы у нас? Да? Да. В курае 5 отверстий диаметром от 5 до 15 мм. 4 отверстия находятся на лицевой, одно на тыльной стороне. Если ее не обработать соответственным лаком, она звучать не будет. Глухой звук. Вот звучание. Давай я попробую. Нету шипения, только звука нет. Поэтому его надо обязательно лаком покрыть. Вот я могу, например, обработанный, отшлифованный. Я, конечно, не профессиональный кураист, но так, любитель. И это далеко не все интересное, что происходило во время съемочного процесса. Так что следите за эфиром проекта «Это мы». У нас еще много чего подготовлено для вас, телезрители. Самое главное, что мы не нарушаем традиции и встречаемся в том же месте и в то же время. Ведь это все мы, жители большой страны. До встречи! Пока-пока!